Международный пресс-центр на Манежной площади. Здесь собрались журналисты из разных уголков света. До парада осталось 2 дня, потому суета внутри центра постепенно увеличивается. Все события будут транслироваться онлайн из этого места, и абхазское телевидение является частью этой ответственной и слаженной работы. Десятки журналистов из разных стран собрались в историческом здании Большого манежа, построенном в 1817 году в честь пятилетия войны 1812 года. Это федеральный памятник, и уже в 4-й раз он принимает Международный пресс-центр для освещения юбилейных мероприятий и в этом году, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В здании 5 этажей. Зал на первом этаже снабжен всей необходимой техникой для работы. Компьютеры, подключенные к скоростному Wi-Fi, принтеры для печати рабочих материалов. Единомоментное, это большое многофункциональное пространство, может принять свыше 2500 журналистов из разных стран. Здесь 400 рабочих позиций вместе с компьютерами. Именно отсюда, из здания Большого манежа, при поддержке ВГТРК транслируются материалы с различных торжеств на весь мир. Если вы обратите внимание, за моей спиной и по всему периметру экраны, на которых транслируется инфоканал. Он специально создан для работы здесь, внутри помещения Международного пресс-центра, и осуществляет вещание о мероприятиях юбилейных торжеств на русском и английском языках. Помимо рабочей зоны, в 5-уровневом здании имеются зоны отдыха. Услуги здесь бесплатны для всех сотрудников прессы. Есть стенды партнеров различные, для того, чтобы наши гости могли отдохнуть между мероприятиями. Есть также ресторан, то есть все необходимые условия для журналистов. В здании манежа имеется специальная площадка для проведения всех видов мероприятий, брифингов, торжеств и других событий. Здесь собираются все журналисты, отсюда они отправляются на юбилейные мероприятия, сюда они возвращаются. Здесь они общаются со своими студиями, редакциями в разных уголках мира. В локации Почты России журналисты могут приобрести открытки и марки, посвященные 80-летию Победы. Почта России традиционно принимает участие в работе Международного пресс-центра юбилеев Победы, и этот год не стал исключением. В этом году мы обеспечиваем бесплатную отправку открыток для всех гостей и сотрудников пресс-центра, для всех журналистов, как по России, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья, то есть по всему миру отправляем без каких-либо ограничений. А на стенде Сбербанка можно купить памятные монеты или обменять валюту, а еще отдохнуть в перерыве. Рассказываем о работе военно-полевой почты через нашу инсталляцию, через интерактивную панель, то есть на русском и английском языках можно познакомиться с большим объемом исторической информации. Главная цель данного проекта – возможность ознакомиться с богатой историей Почты России и Почты СССР времен войны. Следует отметить интересный факт, связанный с работой Почты России времен Великой Отечественной войны. Например, более 300 почтальонов военно-полевой почты были награждены званием Героя Советского Союза. Также с партизанскими отрядами работали почтовые голуби, то есть голуби были партизанами и доставляли десятки, сотни, тысячи донесений. И таких фактов на самом деле очень-очень много. На одном из этажей РЖД посвятил свой стенд железнодорожникам, которые обеспечивали бесперебойные поставки вооружения на фронт. Внутри кабины импровизированного паровоза стоит симулятор. С его помощью можно почувствовать себя машинистом времен Великой Отечественной войны. Работа в пресс-центре активно продолжается, ровно так же, как и подготовка к Параду Победы. Журналисты заполняют комнаты с компьютерами и готовят свои репортажи для эфира. И мы продолжаем свою работу. Анна Лагвилава, Джамбул Чхапелия для абхазского телевидения из Москвы.